Добрый вечер. 6 мая, пятница, 799-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». В Крыму более сотни мусульман вывезли из мечети в полицию. В поселке Молодежное Симферопольского района 50 автоматчиков после джума намаза погрузило людей в автобусы. На место происшествия выехал член контактной группы по правам человека в Крыму Абдуришид Джеппаров. Он сообщил, что большинство из верующих уже вернулись домой. Ранее подобное массовое задержание провели в селе Пионерское под Симферополем в кафе «Багдад». Тогда задержали 35 крымских татар. Я все вместе вам будет растолковать. Да нет такого нигде, как людей Это ваше личное мнение. Не путайте ваше личное мнение с законом. Пускай есть закон. Покажем документы, разойдемся, раз у вас сомнения в документах. Я объясняю, в свободном доступе. Силовики российские, ОМОН, автоматчики, балаклавы, ну как обычно это делается, автобусы и прочие машины подъехали к мечети и уже ожидали молящихся на выходе. Когда закончился намаз, они всех на выходе стали, как сейчас принято говорить, у блатных принимать. То есть они стали останавливать и настаивать на том, чтобы они показали документы. Ну, понятно, человек вышел, скажем, из дома, прошел 70 метров, там, кого-то 100 метров, не знаю, там, пусть километров до мечети. Для этого нет необходимости брать документы. Ну, а те настаивали на документах, их не было у многих. И тогда стали их заводить в автобусы. Кто-то пытался не входить в автобус, то есть оказал такое, пусть пассивное, но сопротивление. Ему, ну, пусть не скручивали и не били, но, по крайней мере, затолкали в автобус. Потом, в общем-то, набили автобус, потом еще, и оставшимся предложили ехать на своих машинах вслед за ними. На отделение полиции на Павленко в Симферополе. Количество ехавших было в пределах 50 человек. Количество людей на намазе было около 150 человек. Из них некоторые не поехали, потому что при них сами оказались документы, потому что там есть люди, которые приезжают с привоза, с рынка, есть люди, которые просто по пути заходят, там автобусники, там, ну, мало ли кто еще, у них документы при себе, они не поехали. Остальных всех повезли туда. Продержали там какое-то время, некоторых отпустили, сказав при этом, чтобы они потом сами поехали сами своим ходом. Ну, а, в общем-то, шок теперь у людей как бы прошел, они решили, что поедут, когда будут повестки со всеми там обоснованиями. Одни вернулись, другие еще возвращаются, а имам пока еще был там. И вот на момент моего звонка он еще не вернулся. При этом, понятно, никто ничего не объяснял, ничего им не предъявляли, никаких документов, удостоверений, просто вот так вот, в общем-то, ну, по-российски, в общем-то. Завтра будем уже изучать абсолютно все досконально, а пока каждый говорит по-всякому, поэтому такую цельную картину пока мы не имеем. До этого они заходили к нам в Харасу-базар, в Сарасу, только до этого. И сказали, смотрите, чтобы у вас предупредите все население, чтобы у них были документы, иначе в общем-то, будет, ну, немножко нехорошо. И имели в виду, видимо, тот сценарий, который был молодежным. Рифат Алимов и Арсен Джеппаров, обвиняемые по делу Хизбут Тахрир, останутся под стражей до 18 июня. Верховный суд оккупированного Крыма не удовлетворил жалобы их защиты. Алимова и Джеппарова задержали 17 апреля в Краснокаменке, Кызылташ Ялтинского региона. А 18 апреля Киевский районный суд оккупированного Симферополя вынес решение о содержании под стражей на 2 месяца. В целом по этому делу задержаны 10 мусульман. К сожалению, Верховный суд оставил в силе решение постановления Киевского районного суда Симферополя об аресте двух, Алимова и Джеппарова, хотя, ну, защита никаких оснований для этого не усматривала. Там было несколько адвокатов у ребят, каждый защитник настаивал на том, что абсолютно никаких фактов и доказательств того, что они там могут скрыться и так далее, все-таки следствие не представило. Как всегда, все строится на предположениях, но суд не принимает доводы защиты, а только доводы обвинения, так скажем. Крымских мусульман будут судить в Ростовском военном суде в день депортации. Уголовное дело первых задержанных после аннексии по делу Хизбут Тахрир рассмотрят 18 мая в Северокавказском окружном военном суде. Но вести видеотрансляцию из Крымского гарнизонного суда. Руслана Зейтуллаева, Рустема Ваитова, Нури Примова и Ферата Сайфуллаева задержали в Севастополе 23 января прошлого года, обвинив в участии в запрещенной в России организации Хизбут Тахрир. Сегодня вот поступила информация
собственно, из самого Северо-Кавказского суда, который находится в Ростове, о том, что они предварительное слушание решили провести по конференц-связи. Ребята будут доставляться в Крымский гарнизонный суд, он находится в Симферополе. И мы, как я полагаю, как защитники тоже будем в этом суде в Симферополе. И уже по конференц-связи будем связываться с этим военным судом. То есть предварительное заседание будет проходить так. Как будут проходить остальные заседания, пока вот неизвестно. Однако мы будем ходатайствовать именно об этом, чтобы все-таки проходило в Крыму, это все в Симферополе. Обвиняемых по делу 26 февраля оставят под стражей до 22 мая. Подконтрольный России Верховный суд Крыма не удовлетворил апелляционные жалобы защиты Мустафы Дегрменджи и Ахтема Чийгоза на постановление о продлении срока содержания под стражей Киевского районного суда оккупированного Симферополя от 21 апреля. Заместитель председателя Меджлиса Чийгоз попросил не затягивать процесс и скорее зачитать решение. Судья выполнила просьбу подсудимого. Асанов уже второй год содержится под стражей. За весь период ни разу со стороны органа предварительного расследования к Асанову не было никаких претензий. Также от свидетелей, от потерпевших ни одного факта, ни одного заявления, ничего, что свидетельствовало бы о том, что Асанов намеревается скрыться, уничтожить какие-либо материалы, либо иным образом воспрепятствовать предварительному расследованию, либо рассмотрению дела судом. Кроме того, хотел бы обратить внимание, что у Асанова на иждивении имеется 4 малолетних детей, отец инвалид. В настоящее время у Асанова в условиях СИЗО ухудшилось состояние здоровья, он неоднократно обращался с жалобами, заявлениями, в суды вызывалась скорая помощь, оказывалась ему медицинская помощь. Кроме того, в настоящее время предварительное расследование уже окончено, проходит стадия ознакомления с материалами дела, соответственно, никакие уже нельзя изменить ни показания, все материалы по делу собраны, изменить меру пресечения Асанова на домашний арест, это никоим образом не повлияет на исход дела. Я прекрасно знаю, что сегодняшнее заседание происходит чисто формально, так как уже продление определено до 22 мая. Я вообще не понимаю, почему в такие сроки апелляционный суд рассматривает мою жалобу на продление 21 апреля. Все это лишний раз наводит меня на мысль, что мы все находимся в таком цирке Шапито. Дело в том, что когда ты заранее знаешь, что ни суд, ни прокуратура не имеют самостоятельного мнения и будут выполнять решение, указанное властями, итог понятен. Поэтому я бы не хотел участвовать в этой клоунаде. Что там у вас есть, зачитайте, без прений, без обсуждений, и не будем томить людей. Выслушав мнение участников судебного разбирательства, руководство статьи 379 прим. 20 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации постановил постановление Киевского районного суда 21 апреля 2016 года о продлении мер пресечения без содержания под стражей в отношении Асанова оставить без изменения. Понятно постановление суда? У меня вопрос к Асанову. Вам перевод нужен, постановление суда? А зачем туда поменяется? Томского блогера Вадима Тюменцева приговорили к 5 годам лишения свободы. Его обвинили в разжигании ненависти, вражды и экстремизме. За последние 3 года в Томской области вынесли около десятка приговоров по экстремистским статьям. Самому младшему 18 лет. Попасть в этот список можно еще до решения суда. Достаточно самого факта возбуждения уголовного дела. Попал я из-за видео о приморских партизанах. То есть я его выложил в группе ВКонтакте, не знаю о том, что оно является экстремистским. Организация, да? Или вот этот именно видеоролик? Именно этот видеоролик, я не знал, что он экстремистский. Просто были такие ребята, приморские партизаны, может, слышали о них? Слышали? Они, да, вот на Дальнем Востоке, у них там крышу сорвало, они пошли, начали всех там ментов гасить. Я как бы сам жил 6 лет на Дальнем Востоке, я знаю, что там происходит, как там происходит. Интернет, это нужно как? Перед собой ложить список, что можно смотреть, что нельзя, что можно слушать, что нельзя. Я поначалу тоже не понимал. И потом, когда уже мне включили начало одной из этих песен, вот, типа ты там в курсе, то, что они запрещенные, там считаются экстремистские, там то-то, то-то.
Ну, я им говорю, а я тут, причем я их в контакт не заливал, как бы. Вот. На них там потом началось. А ты что сделал с ними, с этими песнями? Просто добавил себе. Потом у них началось, там, чтобы я дал показания там, на каких-то людей, вот, которых я даже не знаю. Так вот. И ты дал показания на этих людей? Нет, ну а как, если я их даже не знаю? Потом там подтяжки у него забрали. Говорит, это немецкий флаг. Я их сама лично покупала. Говорю, я почему-то даже не придала значения этим подтяжкам, что они могут именно обозначать немецкую символику. Подождите, флаг государства Германии? Подтяжки. Красные, желтые, черные. Вот. Ну а что тут такого? Ну, сказали германский здоровый образ жизни. Тогда по лету, помню, у нас везде плакаты, что срочно нужна была кровь. Там девочки там пошли, они у меня спрашивали, а он сдавал кровь. Я говорю, что тут такого? А что здесь такого, если он сдал кровь? Вот эти русские пробежки, вы их видели? Да, видел. На 9 мая они бежали, кричали. Мой дед не за то воевал, чтобы ты сейчас бухал. Это разве плохо? Коррозия, группа металлов. Этот паук, который... Он почему-то у нас баллотировался в мэры города Новосибирска. И вполне официально это все было. И ему ничего. Он везде ездит, по всей стране с гастролями. Он поет эти же песни. Все. А почему вот это вот происходит с нашими детьми? Это я могу сегодня проснуться и туда залезть и увидеть себя там в этом списке. А в Твери россиянин получил срок за репост статьи «Крым – это Украина». Инженера-механика Андрея Бубеева приговорили к 2 годам и 3 месяцам колонии поселения. В августе 2015-го его уже осуждали на 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения за репосты аналогичных материалов и картинок. Жители поселка Курортное Отус Керченского региона выступили против обходной дороги к морю. В конце прошлой недели общественная организация «Чистый берег» выступила в защиту прав жителей, заявив о том, что дирекция пансионата «Крымское Приморье» перекрыла удобный выход к морю. Короткая тропа огорожена колючей проволокой, а сам забор обильно смазан солидолом. Я считаю, данная тропа является единственным удобным источником для прохода к морю. Тем более есть решение сессии Чебетовского совета, которое обязывало Крымское Приморье заключить обязательный договор сервитута на проход к морю. Это все не сделано. Черкасов обязал Крымское Приморье решением комиссии закрыть вам проход сюда к морю. Это аргументирует он тем, что здесь будут отдыхать матери с детьми, и для антитеррористической безопасности вот эти вот заборы спасут от игл и от взрывов бомб матерей и детей. Вы должны свое «нет» сказать тем партиям регионов, которые разваливала здесь Крым при Украине, сейчас стройными рядами вошла в единую Россию, и которая обязана была вас защищать. Они прикрываются президентом нашим. Но наш президент об этой вот канале не знает. А у них только один президент, это Франклин на 100-долларовой купюре. Над Крымом подняли флаг СССР. К празднованию Дня Победы на вершине горы Демирджи возле Алушты пророссийские активисты установили красный флаг – символ революционной борьбы, левого движения, социализма и коммунизма. На митинге выступил заместитель главного редактора журнала «Милитари Крым» Михаил Михайлов. И нужно нам сохранять нашу историю от возможных нападок, которые все больше и больше по ту сторону перекопа. Мы должны нашей молодежи, нашему подрастающему поколению рассказывать о ветеранах, об этой войне, о том, что было на самом деле. В Севастополе появились рекламные щиты с Иосифом Сталиным. Его портретом Коммунистическая партия России поздравляет жителей Севастополя с Днем Победы. Изображения советского диктатора и его пропаганда запрещены во многих странах мира, в том числе и в Украине. Как, потеряв дом и работу, суметь себя найти? Переселенка из Крыма выиграла грант на развитие собственного дела и теперь зарабатывает для себя и своей семьи. Анжела Полякова наносит лазерную гравировку на сувениры и ни о чем не жалеет. Разве что иногда грустит о потерянном море. Здравствуйте. Проходите.
Крымчанка Анжела Полякова показывает свое новое рабочее место – студию лазерной гравировки. Она разместилась в гараже ее съемного дома под Киевом. Это лазерный гравер, который я купила за счет выигрыша в грантовой программе от Фонда Возрождения при помощи общественной организации «Крымская диаспора». Покинуть штормовое, что под Евпаторией, Анжелу с семьей заставила русская весна. Я патриот, я люблю Украину, я хотела жить при Украине. То есть, для меня это принципиальный вопрос. Сейчас, листая старые фотографии, на которых она с детьми на пляже, Анжела скучает только за морем, за его постоянным шумом из окна, но не за людьми. Мы так спорили, просто со всеми. Переругались со всеми, не общались очень долго с родителями, потому что, действительно, это очень тяжело было. Вот этот разрыв отношений произошел, мы стали общаться спустя только год. То есть реально, прожив здесь год, мы более-менее стали созваниваться. С братом я вот уже 2 года вообще не общаюсь. Впрочем, скучать особенно ей не приходится. Когда работаешь на себя, рассказывает Анжела, то нет ни выходных, ни праздников. Надо закупить материалы для гравировки, создать макет на компьютере. Чтобы он заработал, нужно, естественно, в первую очередь создаем макет. Макет у меня уже создан, мы ставим процесс резки. Лазер режет по контуру, выжигает узоры на коже, пластике, фанере и даже стекле. Анжела любит гравировать фанеру, с ней приятнее работать. Это чайные домики. Сюда ложатся пакетики для чая, сюда тоже, тут вот все открывается. Это обложка для книги с гравировкой. Это такая технология есть. Это все сделано из фанеры, и оно все гнется. То есть разрезается фанера таким образом, что можно ее согнуть. Получается такая замечательная обложечка. На материке Анжела нанималась на работу, но работа на дядю удовольствия не приносила, ведь еще в Крыму привыкла работать на себя. Сейчас, спустя 2 года после вынужденного переезда, это удалось. И это дало ощущение дома. Я даже не сомневаюсь, что это рано или поздно произойдет. Все равно Крым, в принципе, это должно быть так, что он будет украинским. Но именно ехать туда и бороться, нет, я не буду. Я считаю, что просто люди, которые там живут, они должны к этому прийти. Роман Спиридонов, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. На этом пока все. Хороших выходных и оставайтесь с нами.